Археологические расследования и скрупулезная работа наших историков и мастеров позволит нам сегодня окунуться в прошлое и посмотреть, как же выглядела Апсильская армия в расцвете своих сил. Ведущий в фильме исследует историю крепости Цибилиум. 1,5 тысячелетия назад апсилы были могущественным народом, охраняли караваны шелкового пути, воевали с персами и арабами. В фильме «Абхазская броня» на вопросы ведущего отвечают исследователи Шандор Кайтан и Дмитрий Счастный. Первые попытки изучения археологического наследия Абхазии были предприняты в конце XIX века краеведами и российскими археологами. В это время довольно часто люди приносили случайные находки, которые обнаруживали на территориях своих приусадебных участков, и эти предметы поступали непосредственно в музей. Многочисленные археологические находки, более 100 экземпляров, были найдены еще молодым тогда школьником Юрием Николаевичем Вороновым. После чего начались системные масштабные археологические исследования цибильдинских могильников, которые возглавил первый профессиональный археолог абхаз Михаил Маметович Трапш. Почти 10 лет им велись непрерывные раскопки, в результате чего был собран огромный материал археологический и впоследствии опубликована целая монография по цибильдинским могильникам. Там был собран значительный материал, который расширил наше представление о Цибильдине. Собственно, идея реконструкции апсильского доспеха пришла к абхазскому художнику Баталу Джапуа после знакомства с артефактами, найденными на раскопках крепости Цибилиум археологом Юрием Вороновым. В фильме Батал Джапуа рассказывает о том, что в древние времена образ абхазского воина был ярким и запоминающимся. И вот апсильский доспех, он решен именно вот так. Это более трудоемко. Ну, как мне кажется, мы еще там в бою его не пробовали, но мне кажется, это очень надежно. И в то же время, вам скажу так, угрожающе очень смотрится. У тебя клинок противника не может соскользнуть и уйти в голову, если нижний удар. Если так, он вязнет, останавливается, он не может какие-то рикошетные движения, наверное. Но это все предположения, которые надо проверять. Ну, вообще, это первый фильм вот на такую тему. Просто, насколько возможно, углубились в такой коротком формате, имея, в общем-то, немного артефактов, так скажем. Это вот первый доспех, может, кто-то делал, не знаю, до нас не дошло. Я имею в виду реконструкцию. Но для меня, я не знаю, что это такое. Как-то свою историю, свой народ больше стал уважать. Потому что сделать такое, с этим защищать себя, родину там. Тогда, я не знаю, было слово «родина», но что-то же было, то, что они считали своим. Вот. И достичь определенных уровней, не слабых, технологических. У Воронова написано, что по своему времени вот, это оружие было передовое. То, что вот апсилы и абазги использовали, передовое вот во всем свете. Известно, в эти времена в других местах оружие было даже местами слабее. То есть вот для меня вот такое, я для себя сам открытие делал, потому что это же 1000 неизвестных вещей. Там ты получил одну пластинку, потом используя опыт других народов, артефакты, которые более-менее сохранившиеся, опираясь на реконструкции других людей, и собрать доспех. В ходе съемок фильма доспех был протестирован на прочность. Мы находимся на стрельбище в Ачадаре. Это стрельбище, где тренируются клуба ФРХ, стреляют из традиционного лука. И сегодня у нас небольшой тест. Потом шибзевка. Потом прямо передо мной я вижу кусок из брони, из доспеха. Сейчас у нас будет тест. Мы будем бить, стрелять. Абсолютно 100% был уверен. Я абсолютно 100% уверен, потому что я не верю художественному фильму в этих вопросах. Художественный фильм, это все рубится, там колется, все умирают. Но если читать стратегиконы или же хроники и летописи древних войн, древних авторов, ты там понимаешь, что это все не так просто. Хорошо вооруженного воина победить, сокрушив его доспех, очень сложно.
Вы должны хорошо знать, через что прошли ваши предки, знать их культуру, этику, эстетику войны. Это действительно реальная история, да. И только после этого вы можете там быть, значит, наравне с передовыми технологиями и так далее. Я так понимаю. Потому что вопрос не освоения технологий, а о мотивации воина. Если нет мотивации, никакой танк вам не поможет, самолет, это ничего. Если нет мотивации, значит, вы пустой человек, вы трус. Режиссер Дауд Логуа рассказал, что сам был очень заинтересован историей, которую взялся рассказать зрителю. Каждый раз в проектах, которые мне самому очень интересны, главная задача узнать что-то новое в первую очередь для себя. А если я в этом проекте что-то узнал, то я смогу это рассказать и показать дальше. И как я и говорил на самой презентации, увидев, как Батал ее собирает, мне стало безумно интересно, что это, откуда это, как оно к нам попало, да, и что это собой представляет. И это и было самой такой важной целью, движущим мотиватором, что такой формат фильмов, да, он немножко исторический, немножко документальный, немножко развлекательный. И мы решили вот такой формат сделать, объединить все это в таком формате, в современном. Я думаю, будет динамично и интересно смотреть. Очень сложно характеризовать вот это ощущение, когда ты хочешь притронуться к чему-то вроде бы твоему, но такому давнему, древнему, историческому. Стрельба из лука отдельно для меня это какой-то вид медитации и открытию каких-то генов, которые там есть. И опять же, благодаря Баталу, несколько лет, как мы увлекаемся лучной стрельбой с моими друзьями, и также был безумно интересен сам тест, потому что мы знаем физику лука, мы знаем физику стрелы, и вот проверить, как это все работает, было таким детским азартом. Я думаю, в голосе Батала тоже это слышно в самом фильме, как он видит, что эта броня выдерживает. Проект Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса и Международного объединения Алашера о нематериальном наследии Абхазов и Абазин длится уже несколько лет. Начну с того, что мы все очень довольны данным продуктом. Вот, это не первый фильм наш с Даудом Логуа. Сам проект был запущен еще в 2020 году. Автором идеи является председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Хабалевич Экзеков. Первый наш фильм был, это даже не фильм был, а ролик про абхазские танцы. Режиссером тогда выступал Тимур Искири. Потом у нас был второй ролик про нарта-арыштабищ, называется это, про наши традиционные национальные инструменты, которые исполнял оркестр имени Утара Хонсария. Тогда тоже выступал режиссером Дауд Логуа. Потом у нас был фильм про ножи наши национальные, про песнопение. И вот в этом году у нас тоже запланировано несколько фильмов. И это первый фильм в этом году по проекту Амазар, как я уже говорил, про абхазского воина. То есть в цикле про абхазского воина мы сегодня рассказываем про абхазскую броню. А самая главная, скажем так, идея и цель этого проекта – это популяризация нашей культуры. То есть через фильмы, через интернет-технологии рассказать о глубинных смыслах наших традиций, нашей культуры. Фильм «Абхазская броня» можно будет посмотреть на сайте ВАК уже в ближайшее время. Элеонора Гилаян, Саид Агухава, Абаза ТВ.